Сегодня в Кыргызстане действует около 20 горнодобывающих компаний, 6 из которых прекратили свою деятельность после Октябрьских революций. Заместитель председателя профсоюза горно-металлургических предприятий Алмазбек Джахыпов отметил, что местные захватом предприятий напугали инвесторов. Здесь работает более 1000 человек, все наши граждане. Full Mining, например, работает 800 наших граждан. Терексая работают до 1000 человек. Во время октябрьских событий таласское месторождение Джирую окружили 200 человек и подожгли. В результате компания понесла огромные убытки. На самом деле в Государственном комитете по энергетике и недропользованию заявляют, что подобные инциденты не только пугают иностранных инвесторов, но и сдерживают приток крупных сумм денег в страну. Стало известно, что в ближайшие дни по итогам переговоров с инвесторами приостановленные компании возобновят свою работу. Мы постепенно открываем все предприятия. Садыр Джапаров, когда исполнял обязанности, говорил, что компании должны работать. До Нового года мы должны решить все вопросы. Например, от компании Эти Бахыр Терексай не поступило в бюджет $1,5 миллиона. Фактически отношения между горнодобывающими компаниями и местными жителями не были хороши уже много лет. Независимо от того, какое правительство придет, проблема не решается. Эксперты объясняют это тем, что компаниями часто управляют иностранцы, а доля государства в добыче полезных ископаемых невелика. Правительство же заявляет, что у местных компаний нет ресурсов для разработки рудников. Поэтому эксперты считают, что проблемы в горнодобывающей отрасли можно решить путем внесения изменений в закон. Такая ситуация вообще не нужна. Мы хотим переговорить с населением, но они ни в какую. Инвесторы получили лицензии, они должны работать. Сейчас работает специальная комиссия по сближению инвестора и местного населения, в состав которого входят горняки, гражданское общество и местные жители. Насколько будет эффективной работа этой компании, покажет время. Кроме того, в настоящее время в Кыргызстане действуют 3 крупные горнодобывающие компании – кыргызско-китайская, киргизско-турецкая и кыргызско-казахская. По официальным данным, 30% горнодобывающих компаний в Кыргызстане создаются совместно с Китаем. Азамат Кенжешев, Кульчуро Казымкулов, Нью ТВ.